Перший заступник міністра висловила подяку за підтримку Чорногорією суверенітету і територіальної цілісності України і поінформувала про порушення прав людини та мілітаризації Криму з боку Росії. Вона також представила бачення України ініціативи Кримської платформи та запросила чорногорську сторону приєднатися до її роботи. Политический аналитик Андрей Вегеренский с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Мы видим, как сейчас Министерство иностранных дел Украины ведут активную работу в направлении создания платформы по деоккупации полуострова. И каждый день мы слышим сообщения, что пригласили ту или иную страну принять участие в данном мероприятии. Участие каких стран, в частности Черногории, повлияло бы на эффективную работу данной платформы? Вы знаете, я на самом деле не рассматривал отдельных участников как субъектов, которые самостоятельно своим присутствием либо отсутствием в пределах этой платформы могут повлиять на окончательный ее результат. Так или иначе, это пока консультационно совещательный орган, так как он рассматривается нашим МЗС, с последующей перспективой трансформации в переговорную площадку. И те действия, которые осуществляет на сегодня МЗС, это, особенно в публичной части, это во многом правильный шаг с точки зрения тактики, потому что тогда, когда вы приглашаете одну сторону индивидуально и делаете это публично, в очень тонком моменте, который касается территориальной целостности, вы, в принципе, не даете возможности этой стране занять пассивную или нейтральную позицию. То есть если страна, допустим, Черногория, либо Франция, да, потому что Кулеба общался с представителем, со своим коллегой с Франции, также пригласил. Ну и, в общем, вы делаете это как минимум открыто для жителей своей страны и для жителей, допустим, иностранной страны. И получается такая ситуация, что, допустим, Черногория либо Франция, они могут особо не верить в перспективу этой платформы. Но коль уж вас пригласили, и ваша принципиальная позиция в течение довольно-таки продолжительного периода была в том, что вы не признаете оккупацию, и вы не можете сейчас отказаться от участия. Таким образом, для того, чтобы не делать это, знаете, клич, который идет в толпу, а в толпе кто-то отвернулся и не услышал, да, то есть клич идет индивидуальный, двухсторонний, и тем самым вынуждает эти страны так или иначе приобщиться к работе этой платформы. Поэтому чем больше участников будет в этой платформе, тем больше вес, как минимум, я так понимаю, по идее и задумке ее авторов, будет результатов деятельности, результатов рассмотрения повестки, которая будет обсуждаться в пределах этой платформы, и, как следствие, действия, которые должны быть связаны с политикой этих стран в отношении страны-оккупанта. Окей, Поэтому... давайте поразмышляем, какие это могут быть действия в рамках платформы, какие решения могут приниматься? Смотрите, решения в любом случае в рамках платформы, они не являются обязательными для стран ее участников. Это добровольные обязательства, которые они будут на себя брать. В любом случае, так или иначе, упор будет делаться на нарушение прав человека. И чем больше фактов, исходя из сроков запуска платформы, насколько я понимаю, планируется первое ее заседание, да, где-то в конце весны следующего года. К тому моменту мы примерно будем понимать к тому моменту мы будем понимать примерное количество субъектов, плюс за это время, практически за полгода, у нас есть достаточно возможностей украинской стороны собрать необходимое количество фактов. Допустим, даже у вас только что было в подводке информационных поводов информация о том, какое количество жителей оккупированного Крыма заболели на ковид и какую форму помощи, медицинской помощи они получают от страны-оккупанта. Дальше вопрос, допустим, с поставкой либо воды питьевой, либо той же электроэнергии, либо теплой воды, там тоже есть очень много вопросов. И это все во многом ложится на страну-оккупант. И в любом случае порядок обсуждения на этой платформе, он будет гуманитарным. Так или иначе. Смотрите, те страны, которых сегодня в большинстве наше внешнеполитическое ведомство призывает принять участие к этой платформе, и так поддерживают нас на международных структурах. Если даже взять последнюю резолюцию, которую приняли в Третьем комитете Организации Объединенных Наций, мы четко видим, какие страны нас поддерживают. Резолюция касается нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Там четко определены все важные маркеры. Чем это будет отличаться, платформа будет отличаться от той или иной международной структуры, где обсуждаются эти вопросы, где мы видим поддержку
стран наших партнеров. Если вы спрашиваете по содержанию, то ничем. Если по форме существования, это наша инициатива, это наша платформа. И я думаю, что инициатива по ее созыву, будем надеяться, к весне уже пандемия немножко угаснет, и собрания ее будут как минимум физические, а не с помощью Zoom либо Skype. И это будет информационный международный повод. Ни больше, ни меньше. По содержанию, я еще раз повторюсь, я с вами согласен. Тут можно занять, в принципе, с точки зрения прагматичной, да, я вроде человек-прагматик, я с вами соглашусь, что чего-то нового мы там обсудить, решить или предложить не сможем.